Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. Вначале, по традиции, немного новостей. В Усть-Куломе восстанавливают часовню у святого источника Николая Чудотворца. 22 декабря Дом культуры Усть-Куломского района проведет большой новогодний концерт. Половина вырученных средств от продажи билетов будет как раз направлена на строительство часовни Николая Чудотворца. Восстановление святого источника началось в 2011 году. В настоящее время возводится часовня. Выполнены работы покладки стены из кирпича. До конца декабря будет водружен шатер и купол. Смонтирована кровля. Внутренние работы выполнят весной будущего года. Согласитесь, это будет очень приятно и красиво. Движемся дальше. В Коми с 4 по 10 декабря за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились более 7 тысяч человек, в том числе 6 тысяч детей. Среди заболевших почти 79% дети в возрасте до 14 лет, 21% взрослые. Уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога, так что, друзья, следите за своим здоровьем. Все-таки на Новый год, согласитесь, болеть не очень приятно. Ну и вот такая новость. Немецкие ученые выяснили, что некоторые виды спорта могут быть опасны для мужского здоровья. В частности, это велоспорт. Ученые советуют спортсменам использовать широкие седла и стараться менять позу при езде. Также вредны верховая езда и катание на мотоцикле. Не полезен и марафонский бег. Из-за него падает уровень тестостерона, что отрицательно сказывается на либидо. Ну, в общем-то, друзья, в любом случае заниматься спортом, конечно, полезно. Главное, может быть, соблюдать какую-то меру. Ну или менять виды спорта. Ну а теперь к основной теме программы. Кадастровая оценка недвижимости необходима каждому человеку, потому что на основании ее будет начисляться налог на жилую площадь, квартиры, частных домов. Поэтому очень важно знать, что это такое, где можно получить результаты и как вообще это все происходит. 46 90 60 телефон нашего прямого эфира. Если у вас есть вопросы касаемо кадастровой стоимости недвижимости, то милости просим к нам в эфир. Звоните, телефон на ваших экранах. Я представляю наших гостей сегодня в студии. Татьяна Лобанова, директор, и Андрей Носов, заместитель директора филиала Росреестра по республике Коми. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Вообще, вот для чего нужна кадастровая оценка недвижимости? Ну, кадастровая оценка объектов недвижимости, как вы, в принципе, правильно уже отметили, она, во-первых, необходима для цели налогообложения объектов недвижимости. Скажем так, еще значение кадастровой стоимости объектов имеет не только, так сказать, цель извлечения налога для государства, но и в том числе кадастровая стоимость, скажем так, необходима для иных целей. В частности, она необходима, в частности, для выкупа земельного участка. Исходя из кадастровой стоимости земельных участков, определяется выкупная цена этого земельного участка, если ты приобретаешь его непосредственно, допустим, у администрации района или города. Вот. Кроме того, кадастровая стоимость, в том числе и земельных участков, она необходима для цели определения арендных платежей за земельный участок, если ты участок приобретаешь в аренду. Ну, аналогичная ситуация, в принципе, и с объектами капитального строительства. Она также необходима для цели порой определения арендных платежей, исходя из этой кадастровой стоимости, также цели выкупной цены этих объектов недвижимости. А площади внутри помещений тоже имеют свою кадастровую стоимость или это относится к другому? Конечно, все объекты недвижимости, и как помещения, так и здания, так и сооружения, да, все они подлежат государственной кадастровой оценке и, соответственно, должны иметь кадастровую стоимость. Кто делает вот эту оценку? Кто должен делать ее? Кадастровую оценку осуществляют независимые оценщики, но орган исполнительной власти субъекта являлся, уже будем говорить, являлся заказчиком этих работ. И орган исполнительной власти в нашей республике по земельным участкам являлось Министерство природных ресурсов, сегодня это Министерство промышленности. По объектам капитального строительства это Министерство имущественных и земельных отношений. И на основании конкурса выиграл тот оценщик, который выиграл конкурс, он и проводил оценку земли и объектов капитального строительства. И, как я уже сказала, утверждалась эта оценка органам исполнительной власти. По земельным участкам это было Министерство природных ресурсов, сегодня это промышленности, а по объектам капитального строительства это было Министерство имущественных и земельных отношений. В период оценка она проводится не чаще, чем один раз в 3 года и не реже, чем один раз в 5 лет. А вот между оценками, датой проведения очередной оценки, датой утверждения даты проведения очередной оценки,
уже рассчитывали кадастровую стоимость, кадастровая палата. Но кадастровая палата, роль ее заключалась, в чем наша роль? Это перемножить площадь на средний удельный показатель кадастровой стоимости или земельного участка, или объекта капитального строительства, который также утвержден органом исполнительной власти. А почему вот такой временной промежуток? Не раньше 3 лет, но и не больше 5. Это как-то установлено каким-то образом? Это было установлено законодательством. Это законом установлены эти сроки. Это зависит от того, какая ситуация на рынке Ну, складывается на или рынке, нет? во-первых, при любой проведении кадастровой оценки учитывается фактор рыночной стоимости этих объектов. Почему она высокая? Мы говорим, очень высокая кадастровая стоимость от объектов недвижимости, потому что у нас оценка проходила объектов капитального строительства по состоянию на 1 января 2015 года. Кадастровая палата выгружает сведения, которые есть сегодня в Едином государственном реестре недвижимости, то есть перечень этих объектов для оценки. И они оцениваются. И одним из, скажем, факторов, который влияет на кадастровую оценку, являлась рыночная стоимость. И вы вспомните, какая рыночная стоимость была объектов 2014, 2013, 2012 год. Насколько я помню, то за последние 3 года она бралась, да, средняя стоимость. А рыночная, вы сами знаете, что в эти годы она была очень высокая. И она повлияла на оценку 2015 года. То есть, получается, мы сейчас последствия тех лет в кадастровой стоимости Да, ощущаем, ощущаем, да. Она заложена. Та оценка, она заложена. Но там не только этот фактор, Понятно. не только рыночная, потому что где-то и нельзя рыночную, там многие факторы, это уже независимые оценщики, они учитывали разные факторы. Ну я слышу, что кадастровая стоимость должна быть по закону вроде ниже рыночной или не так? Но она должна быть, как скажем, на уровне рыночной, но может отличаться 30%, она может от рыночной отличаться, до 30%. А на что ориентироваться при покупке объекта недвижимости, например? С чего начинать? То есть, конечно, сначала мы выбираем, получается, рыночную стоимость, да, а можно сравнить, допустим, с кадастровой, которая вдруг окажется меньше, и, грубо говоря, попросить скидку или что-то такое? Ну, это уже каждый. Или это уже личное? Это уже личное каждое, потому что бывает, что на сегодня зачастую кадастровая стоимость намного превышает рыночную. Поэтому ориентироваться на нее сложно, на кадастровую сегодня. В таком случае, все равно, как узнать кадастровую оценку своей недвижимости? О своей недвижимости вы можете узнать, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Именно о кадастровой стоимости, она бесплатная. Если те выписки, которые об основных характеристиках, они платны за плату, то о своей недвижимости вы можете заказать выписку о кадастровой стоимости именно своего объекта недвижимости. Для этого необходимо обратиться с запросом в отделение МФЦ, это мои документы, или же посмотреть на сайте росреестр.ру в режиме онлайн. Андрей, а какие могут возникнуть проблемы при запросе оценки кадастровой своей? И можно ли запросить кадастровую оценку недвижимости, которую ты собираешься, допустим, приобретать? Нет, в любом случае, как уже сказала, в принципе, Татьяна Моисеевна, что сведения о кадастровой стоимости любого объекта недвижимости, неважно какого, своего, чужого, вправе запросить любое лицо. То есть выписка о кадастровой стоимости на объект недвижимости в силу закона, она предоставляется по запросам любых лиц и предоставляется бесплатно. Во-первых. И поэтому в том же, скажем так, в режиме онлайн на сайте Росреестра, ведь, в принципе, можно узнать сведения о кадастровой стоимости любого объекта недвижимости на территории всей Российской Федерации. Достаточно, в принципе, знать даже просто адрес объекта недвижимости, сведения о котором ты хочешь узнать. А туда входят уже только построенные объекты, допустим. Да? Например, кто-то покупает квартиру за пределами региона. Как узнать, может ли он узнать кадастровую стоимость этого объекта? Если объект, который собирается покупать, уже был сформирован, да, и поставлен на учет, соответственно, и при этом объект обладает кадастровым номером, то именно по этому объекту всегда можно будет увидеть кадастровую стоимость объекта. Если объект, как вы сказали, в принципе, еще на стадии строительства, да, возможно, он еще не сформирован как объект, к сожалению, по такому объекту ты стоимость пока не увидишь.
А такая общая доступность вот, базы кадастровой стоимости, она не влияет? Там, никто не может воспользоваться с целью каких-нибудь мошеннических схем? Это все-таки получается, что я могу посмотреть кадастровую стоимость любой, допустим, квартиры в любом регионе России? Конечно. Ну, А там какие машины? Только увидите кадастровую то стоимость. есть ничего с ней, как бы, получается, не сделать? Нет, вы только увидите, а что вы можете там сделать? Вы ничего не можете туда сделать с ней. Вы только увидите сведения. Это просто экономическая характеристика объекта. всё. Поэтому. Переоценку своего объекта недвижимости кадастровую можно сделать? И какая здесь в этом процедура? Еще раз вопрос немножко не понял. Переоценку вот кадастровой стоимости своего объекта. Переоценку. Законом, скажем, об оценочной деятельности предусмотрены действительно способы оспаривания кадастровой стоимости. Закон определяет, по сути, два способа оспаривания. Первый способ – это можно оспаривать кадастровую стоимость, уже установленную в рамках того, что были использованы недостоверные сведения об этом объекте недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки. И второй способ, ну, скажем так, честно, самый распространенный способ – это установление рыночной стоимости этого объекта, равной кадастровой. Закон определяет следующий способ оспаривания. Можно оспаривать в комиссию. Комиссия создана при управлении Росреестра по Республике Коми. Комиссия рассматривает, скажем, такие заявления в течение месяца, это законом определено. Если мы говорим о именно способе оспаривания через недостоверные сведения об объекте, то в этом случае в комиссию необходимо подать либо заявление, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, как раз ту самую кадастровой стоимости этого объекта недвижимости, копию нотариальную правоустанавливающего документа и, скажем так, те сведения, которые бы подтверждали то, что именно вот эта характеристика объекта была использована некорректно при государственной кадастровой оценке. Ну, как пример, что понятно было, если мы говорим об оспаривании стоимости, связанной, допустим, со стоимостью квартиры, да, то может такое случиться, что оценщик, проводя государственную кадастровую оценку, использовал недостоверные сведения о годе ввода в эксплуатацию самого дома, в котором расположена квартира. Такие случаи есть. То бишь, на самом деле, год ввода в эксплуатацию, как пример, там, 82-й, да, а оценщик использовал как год ввода 2005-й. То есть это действительно имеет значение для, скажем, той глобальной государственной кадастровой оценки. Ну и второй способ, повторюсь, самый распространенный, это установление рыночной стоимости. В этом случае этот правообладатель объекта недвижимости должен представить в комиссию отчет об установлении рыночной стоимости своего объекта. Такой отчет необходимо также заказать, скажем так, любому оценщику, который, допустим, находится на территории субъекта. Да, вот в этом. Вот. Это уже за отдельную плату как бы с этим человеком, да, получается? Да, вот. И, опять же, закон предусматривает, что кроме обращения в комиссию, ты также вправе обратиться, в том числе и в суд напрямую. Вот. Такую категорию споров сразу рассматривает Верховный суд Республики Коми, если мы говорим о нашем субъекте Российской Федерации. А вот с какой даты, получается, применяется рыночная стоимость, установленная решением комиссии или решением суда? Согласно закону об оценочной деятельности, он определяет, что в этом случае, скажем так, исходя из налоговых правоотношений, да, налоговым периодом будет начинаться 1 января этого года, в котором подано это заявление. Ну, чтобы было понятно, да, если мы сейчас заявление подаем в комиссию, сегодня у нас 13 декабря, да, то если заявление будет подано сегодня либо в комиссию, либо в суд, и не важно, что комиссия рассмотрит, скажем так, само заявление, понятно, в январе или феврале 2018, то в этом случае, если комиссия или суд, опять же, установит эту рыночную стоимость, согласится с ней, то она будет распространяться с 1 января 2017 года, поскольку заявление было подано именно в этом году. А, кстати, вот с 1 января этого года действуют же какие-то изменения, по-моему, да, по кадастровой стоимости? Что-то было, по-моему, изменено? Это было не по кадастровой стоимости. С 1 января 2017 года закон вышел об оценочной деятельности. И с 1 января 2017 года в субъектах созданы государственные бюджетные учреждения, которые будут заниматься именно кадастровой оценкой. То есть на сегодня действует та оценка, которая была, как мы уже говорили, заказчиком Министерства имущественных отношений, имущественных земельных отношений или же Министерства природных ресурсов. И оценщики независимые проводили оценку. Но в связи с тем, что, как мы уже, вот Андрей Анатольевич уже сказал, что и ошибок много было, и не только, например, год ввода, это и материалы стен влияли на это, да, то на сегодня созданы бюджетные учреждения, в каждом субъекте они должны быть до
года, до 2020 года должны быть созданы бюджетные учреждения, которые будут проводить оценку. И которые мы надеемся, что все-таки оценка будет корректней с учетом наших природных, так скажем, условий по земельным участкам, нашей рыночной стоимости и так далее, я имею в виду по объектам капитального строительства. Поэтому здесь вот с 1 января 2017 года оценку уже не имеют права проводить независимые оценщики. Это вот те самые кадастровые инженеры, или я путаю? Это одни, Нет, одни и те же это люди? не одни и те же, люди? это разные, да. Да, Кадастровые инженеры – это кадастровые инженеры, А оценщики это оценщики, да. У нас в республике создано бюджетное учреждение, оно создано на базе Республиканского бюро технической инвентаризации. Потому что вот зачастую граждане к нам, мы почему эту тему выбрали для сегодняшнего разговора, потому что граждане получили где-то начиная с конца октября, наверное, ноябрь, получили уведомление о налоге, да, об уплате налога, и к нам массово пошли обращения по кадастровой стоимости, по налогу на имущество. А как какие на именно земель. обращения? Что хотели узнать люди? Люди хотели узнать о том, почему у меня такой высокий налог. Да? Почему у меня такая высокая кадастровая стоимость, почему высокий налог. И они ко мне приходили на консультации, Андрея Ананьевича приходили, они к нам пишут письма сегодня, очень много у нас объем возрос именно письменных запросов, почему такая кадастровая стоимость, мы объясняем гражданам, почему она такая стоимость. Далее, если по объектам, по квартирам будем говорить, то очень много вопросов, почему у меня в прошлом году была такой налог с этой же кадастровой стоимостью, да, квартиры, почему сегодня, в прошлом году был такой, а в этом году он возрос. Потому что мы платили в прошлом году 20% от кадастровой стоимости, да, а в этом году 40% от кадастровой стоимости. Нормально. Да, и у нас же оно на 5 лет, это Да, оценка, да, налог-то, когда 100% мы будем платить, он разделен на 5 лет. То есть в течение 5 лет будет постоянно расти на 20% каждый год. Вот в этом году мы 40% заплатили от кадастровой стоимости. А в следующем 60%? В следующем 60%. Через год 80%. И потом вот на 5-й год уже будет 100%. А потом через 6 лет переоценка будет? Ну, она не через 6 лет будет, она будет, я не знаю, какой год. Вот на следующий год запланированы оценка земель сельхозназначения на 2018 год. Нашим государственным бюджетным учреждением запланирована кадастровая оценка земель сельхозназначения. Дальше какое будет, мы не знаем, какой исполнительный орган власти примет решение, какую кадастровую стоимость пересчитать. Может, это будут объекты капитального строительства. То есть тогда оценка уже, сама оценка, кадастровая стоимость, возможно, уменьшится, да? И, соответственно, налог уменьшится, несмотря на то, что процент будет увеличен. То есть налог, допустим, будет до 60, а кадастровая стоимость... Это не налог, процент от кадастровой стоимости. Коэффициент. Будет 60, коэффициент, так скажем. Потом ведь у нас в республике самый высокий еще и коэффициент принят. 0,3%, где-то 0,1 в субъектах от кадастровой стоимости. С чем это связано так? Ну, наши законодатели так, нет, органы местного самоуправления принимали, да? Органы местного самоуправления, советы принимали городских и районных советов. То есть, получается, это вот органы местного самоуправления может регулировать. Может регулировать, да. Может, например, вот 0,3 приняли, могли 0,2, 0,1. Какие-то субъекты 0,1 приняли. А какие категории земель и объектов недвижимости подлежат кадастровой оценке? Что туда входит? Какие, я не знаю, жилые, нежилые помещения, сельхозугодия, вы сказали? Нет, кадастровой оценке подлежат все категории земель, да, все категории земель. Это и земли сельхозназначения, это и земли населенных пунктов, это и земли промышленности, транспорта и так далее, земли лесного фонда, земли запаса не подлежат, земель водного фонда. А так у нас оценка все проведена из земель лесного фонда, и земель промышленности, и населенных пунктов. То есть все полностью, республика вся оценена. Да. Оценена. Наверное, кадастровая стоимость высокая, мне так кажется. Ну, вы знаете, кадастровая стоимость, она действительно очень высокая.
Но может даже не так высокая кадастровая стоимость, а у нас вопросы возникают в том случае, вот высокая, самая высокая, когда мы, ну не самая высокая, наверное, проблемы перекосы бывают, так скажем, перекосы, когда участок, ну по земле там как бы нет, а вот по объектам капитального строительства, когда гараж вы сегодня ставите на кадастровый учет, этот гараж, а на него не было оценки. И мы берем средний удельный показатель, например, по кадастровому кварталу. А по этому кадастровому кварталу туда вошли объекты торговли, которые самый высокий показатель. И ваш гараж будет с той кадастровой стоимостью, вернее, в разы больше, чем их оценили оценщики. То есть это несовершенство вот этой методики определения кадастровой стоимости. Интересно, Методика. возможно ли ее изменить? Мы писали и наш Госсовет, мы писали правительство, наше правительство, наш Госсовет обращались в Министерство экономического развития, но Министерство экономического развития не внесло изменения в эту методику в связи с тем, что будут созданы учреждения бюджетные на уровне субъекта, и тогда это все будет урегулировано вот этим бюджетным учреждением. Потому что в объявлении иногда смотришь, там такое ощущение, что и стоит такой выбор: или купить гараж, или купить дачу. То есть примерно Бывает, одинаковые по цене. Есть у нас Да. телефонный звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Слушаем вас, говорите. Ага, вот у меня вопросы к гостям. Может, конечно, не совсем по назначению, но все равно они в курсе должны быть. Скажите, пожалуйста, вот у нас квартира в ипотеке как бы застрахована. Банк, ну, обязал в свое время. А вот сейчас у нас в 2016 году признали дом аварийный под снос. И ни одна страховая компания не страхует дом теперь, потому что аварийный. Это все как бы правильно, да? Спасибо. Спасибо. Попробуем сейчас ответить на ваш вопрос. Ну, если честно, как бы вопрос не совсем как бы к нам, поскольку здесь вопрос к страховой компании, почему они считают, что в данном случае объект нельзя застраховать, да. В принципе, объект в любом случае, даже если признан аварийным, да, то в любом случае, и он еще не снят с учета, и, соответственно, он существует, мы это понимаем, то, в принципе, экономические характеристики объекта получить можно. То есть, ну, вопрос страховой компании. Значит, все-таки обращайтесь к свою страховую компанию. Вот такой вопрос. А как узнать кадастровую стоимость своего объекта недвижимости за прошлые года? И когда чаще всего такая ситуация возникает? Вот. Действительно, такая услуга есть. Это также информацию можно получить в этом случае, наверное, только, к сожалению, обратившись лично либо в многофункциональный центр, либо непосредственно в наши офисы приема документов. В этом случае также вы вправе запросить выписку о кадастровой стоимости на объект недвижимости на определенную дату. То есть это как раз тот момент, мы выдаем, скажем так, и исторические сведения о кадастровой стоимости. Да? Такая необходимость действительно возникает зачастую у людей, когда люди, к примеру, скажем так, выражают, опять же, свое несогласие с уплатой налогов на эту недвижимость и пытаются проверить, вот какая же была стоимость этого объекта, допустим, там на 1 января 2015 года или 2014 года, даже по тем, скажем, налоговым периодам, которые уже прошли. Да? То есть они порой интересуются, какая же была кадастровая стоимость в тот период времени. То есть если будет подан такой запрос, на эту дату мы выдадим эту стоимость. Кроме того, такая необходимость еще возникает в том числе при принятии наследства скажем, на этот объект недвижимости, поскольку такая стоимость нужна на определенную дату нотариусам, поскольку, ну, как ни прискорбно, но нотариусы определяют, скажем так, размер государственной пошлины по наследованному имуществу на дату смерти. В этом случае вот как раз граждане запрашивают, потенциальные наследники, кадастровую стоимость этой недвижимости на эту дату. Вот это тоже необходимо. Получается, все-таки вот запросить кадастровую стоимость может только правообладатель как бы вот недвижимости, да? Нет, еще раз повторюсь, Да, вот, уточним еще раз, да. любое лицо может получить кадастровую стоимость, в том числе, скажем, на дату в прошлом, если уж. И вот еще раз уточнить, кадастровая стоимость и рыночная стоимость, они насколько друг к другу привязаны? И что от чего все-таки зависит? Но они не привязаны Нет, они привязаны при массовой оценке. Когда вот проводят независимые оценщики, они привязывают ее к рыночной. То есть все-таки кадастровая стоимость важнее, получается? Или... Важнее для чего?
Кадастровая стоимость, все идут, и налогообложение от нее идет, и земельный налог, и арендная плата, как Андрей Иванович сказал. Все идет от кадастровой стоимости. Но она при оценке должна учитываться рыночная стоимость. И кадастровая должна приближена быть к рыночной стоимости. Она чуть меньше, чуть больше. Ну, примерно. Когда вот человек покупает, сейчас вот много у нас тоже жилья строится, даже вот если по Сыктывкару взять, по крайней мере, человек приобретает квартиру, ему надо, получается, обращаться вот к оценщикам или как? Или уже квартира новая, поскольку дом, допустим, когда сдан, то уже там произведена кадастровая оценка недвижимости? Или как этот процесс проходит? Конечно, оценка будет определена, поскольку при вводе в эксплуатацию многоквартирных домов сегодняшнее законодательство говорит, что в этом случае орган местного управления нам должен направить все документы, связанные с необходимостью постановки всех помещений в этом многоквартирном доме. Как только мы получаем такой сложный документ, технический план, который содержит в себе все объекты недвижимости в этом многоквартирном доме, при постановке на учет стоимость этих объектов нами сразу определяется, исходя из той методики, о которой Татьяна Моисеевна уже говорила. То есть, скажем так, размеры квадратных метров уже определены последней оценкой, и мы лишь только, получается, по-русски говоря, перемножаем стоимость квадратных метров в квартире на стоимость этого квадратного метра, которая уже была определена в рамках последней государственной кадастровой оценки. Но делает это не покупатель, да, получается? Нет, конечно. Не покупатель. Ну, хоть в чем-то хорошо, друзья. Продолжим наш разговор после короткой рекламы, друзья. Напомню, наш телефон 46 90 60. Говорим мы сегодня о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Если у вас есть вопросы нашим гостям, то, пожалуйста, звоните. А сейчас реклама на Юргане. Итак, продолжается рабочий полдень на Юргане. Мы в прямом эфире 46 90 60. Сегодня мы говорим о кадастровой стоимости объектов недвижимости. В финальной части программы у вас еще есть возможность задать вопрос нашим гостям. Это представители филиала Росреестра по Республике Коми, директор филиала Татьяна Лобанова и заместитель Андрей Носов. И, друзья, если есть вопросы, напоминаю, звоните. Но, конечно же, можно обратиться и напрямую. Кстати, насколько часто люди обращаются к вам? Вот, вы сказали, что очень много писем приходит. А прием личный, как много людей приходит к вам? Много. У нас запись на 2 недели вперед где-то, на неделю, на 2. Я принимаю каждый понедельник с 2 до 6. Каждый понедельник, несмотря на то, что по регламенту я должна принимать раз в месяц. Раз в месяц это будет запись на полгода потом. Поэтому принято решение принимать каждую неделю. Поэтому запись где-то 6-7 человек каждый понедельник приходит. Кроме того, каждый день мы всегда, если люди приходят на прием, звонков очень много с сел, с населенных пунктов нашей республики, очень много звонков. Это и от граждан, это и от глав поселений, это от специалистов сельских поселений и так далее. И Андрей Ананьевич принимает у нас 2 раза в месяц, и еще 2 зама также принимают 2 раза в месяц. Получается, только в Сыктывкаре находитесь или в районах только тоже? В Сыктывкаре. В районах, к сожалению, у нас сегодня прием закрыт. С 1 декабря мы вообще не принимаем граждан, мы только принимаем экстерриториальные заявления. То есть это если заявление вы хотите зарегистрировать недвижимость в другом субъекте. Поэтому и у нас таких специалистов нет, которые бы там проводили консультации. Поэтому консультации только в Сыктывкаре. Граждане или по телефону обращаются, или из близлежащих приезжают сюда, мы консультируем, и потом мы каждую 3-ю среду проводим личный прием и горячую линию в общественной приемной главы республики. При желании попасть, в принципе, можно. И позвонить по телефону. И не только сегодня у нас прием по личным вопросам и прямая линия в общественной приемной главы республики. Поэтому тоже кадастровая стоимость, но там уже более по бюджетному учреждению, и с Минимуществом совместно. Мы с налоговой инспекцией проводим. Поэтому можно туда, там тоже звонков очень много бывает на прямую линию в общественной приемной главы. Мы каждую 3-ю среду месяца мы там тоже. То есть нам доступно обратиться. Это хорошо. Вернемся к кадастровой стоимости. Процедура оспаривания. Обязательно обращаться в комиссию по оспариванию или можно через суд решить этот вопрос?
Действительно, закон, скажем так, сделал различие в зависимости, кем ты являешься, правообладателем. Либо ты физическое лицо, либо ты юридическое лицо. Так вот, физические лица в силу закона имеют право выбора. Они могут обратиться либо в комиссию, либо напрямую в суд. Это право физического лица. Вот юридическое лицо, оно немножко по-другому. Хронология действий у него, скажем так, закон предусмотрел досудебный порядок. То есть юридическое лицо в рамках оспаривания кадастровой стоимости должен пока в любом случае обратиться в комиссию. Если уж комиссия отклонит, скажем, его заявление, да, то в этом случае он только может обратиться в суд. А физическое лицо может сразу? Сразу, да, его сам выбирает. Если вот комиссия примет решение установления рыночной стоимости, как вот дальше будет ситуация развиваться? Если комиссия принимает решение об установлении рыночной стоимости объекта недвижимости, то по закону это решение направляется нам для внесения этих сведений в единый государственный реестр недвижимости. В течение 10 рабочих дней по закону мы изменяем эту кадастровую стоимость объекта недвижимости, которая у нас внесена в ЕГРН, на ту рыночную стоимость, которая определена решением комиссии. И с этого момента, по сути, это, скажем, рыночная стоимость становится новой кадастровой стоимостью этого объекта недвижимости. И, соответственно, уже из нашего ресурса, да, все эти сведения ходят, в первую очередь, в налоговый орган, где он, понятно, также уже будет обладать сведениями о том, что стоимость, скажем так, налоговая база этого объекта, она изменилась. Возвращаясь вот к тем, кто станет обладателями новых квартир или уже стал, как узнать, правильно ли определили вообще кадастровую стоимость вот твоего объекта недвижимости, может, не только квартиры, наверное? Действительно, можно, и законом это признано, обратиться официально с запросом в орган, в первую очередь, орган, утвердивший государственную кадастровую оценку, то бишь, если мы говорим это об объектах капитального строительства, то таким органом является Министерство имущественных отношений Республики Коми. Законом предусматривается, что любой правообладатель объекта недвижимости вправе обратиться с запросом и в запросе спросить, какие сведения об объекте недвижимости были использованы при государственной кадастровой оценке. Этот орган должен ответить письмом и сообщить, какие характеристики были использованы, в рамках которой как раз можно определить, была ли допущена та или иная ошибка, да, в характеристиках объекта недвижимости. И второй, также предусмотренный законом способ, можно подать такой запрос и к нам в кадастровую палату, это в том случае, если мы эту стоимость определяли. Как уже объясняла Татьяна Моисеевна, мы определяем стоимость объектов недвижимости между государственной кадастровой оценкой. Если мы говорим об объектах, которые ставятся на учет сегодня, то понятно, что мы его определяли, и с таким запросом нужно обращаться к нам. Ну вот с квартирами, я так понял, ситуация такова, что застройщик, получается, прибегает к помощи оценщиков или к вашей, да, при установке кадастровой стоимости. Не прибегает к помощи оценщика, он ставит на кадастровый учет объекты, и мы их оцениваем. А вот в случае с частными домами как ситуация? Вот человек построил дом, он должен прийти, тоже попросить, чтобы его оценили и поставили? Его просить не Или надо. не просить, или в обязательном порядке? Просить не надо, а мы автоматически при постановке на учет объектов недвижимости мы рассчитываем кадастровую стоимость. Автоматом, Это сразу предусмотрено одновременно. законом. Это бесплатно? Бесплатно. Ну, это государственная И услуга. постановка на кадастровый учет бесплатно, и определение кадастровой стоимости у нас бесплатно. Хорошо, Татьяна Моисеевна, от вас какие-то вот пожелания телезрителям, у которых, может быть, возникают проблемы вот как раз с кадастровой стоимостью? Еще раз, может быть, куда обратиться можно по вопросам? Ну, если мы оценивали, то это к нам. На прием записаться или ко мне, потому что по телефону сложно, это надо поднимать все документы, да, и как мы оценивали, проверить, к той или группе мы отнесли и так далее. И обратиться на прием. Ко мне запись по телефону 24 67 98. 24 67 98. Да, к Андрею Ананьевичу телефон для записи 51 66 90. 51 66 90. Если у вас... 91. 91, прошу прощения. 91. 51 66 91. Все, выяснили. Ну, я надеюсь, что все вопросы, которые будут к вам обращены, получат свой адекватный, правильный ответ. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы все граждане, которые обращались, получали свои ответы, и, соответственно, чтобы все проблемы, все вопросы были улажены. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, напоминаю, что мы с вами встретимся в рабочем полдне завтра в 12:00 на телеканале Юрган. И, конечно же, не забудьте, что посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании Jurgan.rf. До свидания, всего вам хорошего.